Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. День рождения российского триколора. Чувствую гордость, то, что такой красивый флаг, то, что у нас стоит огромная держава. О прошлом и настоящем гордости страны. Салават Мухаммадуллин. В центре внимания всемирное наследие. Я была здесь 3 года тому назад, только что включили в список культурного наследия. Как оценила обновленный Болгар глава ЮНЕСКО Алина Знатулина. Разочарованные новостройками. Кухня считается, даже плиты нет. Унитаз весь сломанный. Почему жильцы на улице Назарбаева остаются недовольными тем, куда их переселяют? А ситуация Альбина Минибаева. Возрождение святыни. Это уже построено в этом году. Будет ли пещерный храм собора Казанской иконы Божией Матери претендовать на включение в списки ЮНЕСКО, выясняла Александра Севастьянова. В небесах, на земле и на море сегодня в подмосковной Кубинке открылся Международный военно-технический форум «Армия-2017». Показать всю мощь страны и свою продукцию. На это масштабное событие приехали сотни предприятий. В их числе и татарстанские. Выставку сегодня посетил президент республики Рустам Минниханов. Что интересного можно будет увидеть на форуме, об этом Дина Газалиева. Алая звезда на входе в парк «Патриот» Московской области засияла совсем недавно, в 2015 году. Лишь 3-й год подряд проводится всероссийский форум с емким названием «Армия». Гигантская демонстрационная площадка, 600 тысяч квадратных метров. Призвана показать, что называется, товар лицом, продукцию отечественных оборонных предприятий. Глядя на всю эту новейшую военную технику, вдвойне радуешься мирному небу над головой. Специалисты уверяют, нет, это не игра мускулами, в чем обвиняют Российское Министерство обороны западные страны. Форум призван помочь российским производителям найти рынок сбыта, а еще усилить патриотизм и гордость у россиян. Под впечатлением от увиденного сегодня и Рустам Минниханов, чему свидетельство его фото для соцсети. Узнать, как идут дела по производству новейших шин для оборонного комплекса, президент подошел к стенду татарстанского предприятия. Вся линейка шин для бронетехники, которые делаются в республике, выставлена на стенде. Это новые разработки. А сколько типа размеров делаем для обороны? Для обороны все, то, что здесь есть, все для них. В ноябре татарстанские шины будут испытывать на полигоне, после чего установят на российскую бронетехнику. В прошлом году мы выиграли грант вместе с КАМАЗом на участие в этой работе. Разрабатывали ньоковскую работу по созданию боестойкого колеса. Ну, вот результат вот этой работы вы можете посмотреть. Мы разработали и сделали опытные образцы шин. Это 2 размеров для того, чтобы обеспечить наших военных необходимыми продукцией. Счастливой судьбы для своей продукции ждут на Зеленодольском судостроительном заводе. Сегодня, конечно, мы презентуем и строящие корабли, и корабли, которые уже проекты, которые сегодня новенькие. Патрульный катер 22-160, фрегат «Гепард», малый ракетный корабль, зеленодольцы. Все эти разработки продемонстрировали руководителю республики. А камазовцы гордо показали целый ряд новейших тайфунов, которые производит автогигант. О характеристиках бронеавтомобиля КАМАЗ рассказал Сергей Кагогин. Он же презентовал Рустаму Минниханову камазовский двигатель нового поколения. Здесь сколько мощность? 750. 750. Вот это да, вот, да? С одноступенчатым 550 лошадиных еще сил. и получилось уникальными расходные характеристики. В течение всех дней форума до 27 числа будет работать стенд и вертолетного казанского завода. Ну а итоги, как прошла «Армия-2017» для татарстанцев, специалисты подведут позднее. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Московская область, парк «Патриот». Сегодня в стране большой праздник – День государственного флага России. Фарид Мухаммедшин поздравил татарстанцев. Цитата: «Дорогие друзья, это праздник всенародный, дарящий нам чувство духовной общности и сопричастности к успехам нашей Родины. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых и творческих свершений во благо и во славу Отчизны», – сказал Фарид Мухаммедшин. Это молодой праздник совсем не молодого символа, флагу больше 300 лет. Что в разное время означали цвета знамени и как отметили День триколора в столице, расскажет Салават Мухаммадуллин. Выше него только небо. Бело-синий-красный символ российской государственности празднует свой 23-й день рождения. При этом его история берет начало еще с петровских времен.
Личный штандарт Петра. По словам многих историков, именно с рубежа 17-18 веков начинается отсчет жизни современного флага. На смену когда-то приходили имперские и советские символы, но с новой Россией вернулись знамена ее истоков. Значение цветов российского флага в разные периоды времени понимались по-разному. В какой-то период времени его понимали как единение нескольких народов. Но общая трактовка белый – это чистота, чистота помыслов, синий цвет Богородицы, благородство, ну и красный – это энергия, сила, жизнь. Российский флаг имеет своих почти двойников. Символы бывшей Югославии, Парагвая и Люксембурга развиваются в таких же цветах. Но, по словам туристов, наш триколор всегда стоит особняком. Раньше от него было какое-то неоднозначное впечатление, а сейчас, после визита в Россию, оно изменилось. Теперь главная ассоциация с вашим флагом – это дружелюбие, чистота и, конечно, богатая история. Ну и какой день рождения без подарков? Все желающие у башни Суинбике могут сфотографироваться с российским триколором, и самые лучшие кадры получат ценные призы. Не ради призов и наград, а за страну и ее флаг выступают на международных соревнованиях наши спортсмены. Каждая победа – это подъем российского флага под мелодию гимна. Нужно для меня показать самый лучший результат, чтобы Россия была лучшей в мире, чтобы наш флаг поднимался над пьедесталом, чтобы все знали, что мы самые лучшие. Не меньше эмоций вызывает флаг и у рядовых россиян. Гордость – главная ассоциация триколора. Он значит, как страна красивая. Негласная такая сила, мощь, потому что даже с флагом, даже обняв его, уже чувствуешь даже уже какую-то защиту Родины. Чувствую гордость, то, что такой красивый флаг, то, что у нас стоит огромная держава. Большая гордость. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. 7 сел, 1000 жителей, ни одного преступления. Работать на такой территории действительно легче, скажут участковые. Сегодня их руководство поощряло тех, кто помогает правоохранителям на местах. В МВД подвели итоги республиканского конкурса «Территория порядка». Он такой единственный в России. Кто они, полицейские из народа? Об этом далее. Мы оказываем непосильное содействие полиции. Рустем Малахметов, директор Набережно-Челнинского молодежного формирования «Форпост», ни одно мероприятие города не обходится без участия молодежного правоохранительного движения. За активную гражданскую позицию и помощь полиции Рустем стал обладателем в номинации за вклад в воспитание подрастающего поколения. Это упорная работа по борьбе с преступностью. Апасовский район – это очень спокойный. Так о своем районе отзывается местный командир народной дружины Рашид Шайхиев. Вот уже 13 лет он помогает стражам порядка. Отличная многолетняя служба и диплом победителя конкурса в руках. Нет этот пьяных, нет так дебоширов этот нету. Так, очень нормально чувствуем себя сейчас. И таких активных граждан в республике немало. В этом году на конкурс было подано 187 заявок, однако лучшими признали 35. Все победители не один год борются с преступностью совместно с полицией. Это, во-первых, ДНД, добровольная народная дружина. Это, во-вторых, на сегодня есть муниципальные служащие. Это тоже гражданские люди, которые нам помогают. Свыше 600 муниципальных служащих по охране общественного порядка в республике введены, работают. Это уникальный для России. Ни у кого больше в России таких муниципальных служащих нет. Плодотворная работа гражданских лиц и правоохранителей дает свои результаты. За 10 лет совместной работы преступность упала вдвое. Альбина Минибаева, Алина Бережная, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Сегодня в Казанском военном гарнизонном суде начался процесс по делу предполагаемых лидеров запрещенной в России группировки Хизбут Тахрир Аль-Ислами. Задержаны 8 человек. Расследование шло 3 года. Уголовное дело 50 томов. В чем обвиняют и что грозит подсудимым, узнавал Нияз Рахман. Казанский военный гарнизонный суд снова в центре внимания журналистов и родственников обвиняемых. До начала судебного процесса в коридоре весьма жарко. Наш сын там, он был с другом. На скамье подсудимых Азат Адиев, Азгат Хафизов, Альберт Валиуллин, Рузель Давлетшин, Ленар Саитов, Тимур Узбеков, Радик Зарипов и Павел Хевронин. Их задержали еще в 2014 году. По материалам дела было проведено более 20 обысков и изъяты пропагандические материалы. По этому поводу мне из ходатайства я отказываюсь от услуг государственного защитника.
Сегодня все обвиняемые отказались от предоставленных государством адвокатов, ссылаясь, что сами готовы себя защитить. Однако представители прокуратуры настояли, по закону такие дела рассматриваются только в присутствии адвокатов. Суд решил оставить защитников при обвиняемых. Отец хороший муж. У Гульцины Валиуллиной на скамье подсудимых сын. Сейчас она с супругом воспитывает 5 внуков, оставшихся временно без отца. Не террористы тем более, они просто мусульмане. Просто мусульмане. Мы просим справедливого суда. Так не должно быть. Терроризм, если мы посмотрим, это какие-то определенные действия, да, которые захват там какой-то или еще что-то. Но у наших мужей, естественно, ничего не нашли, ничего нету. Это люди мусульмане, которые посещали мечеть, читали намаз, держали вразу. Очень самые лучшие мужья, самые лучшие сыновья. Вот только насчет виновности подсудимых у представителей прокуратуры свое мнение. Данные лица принимали активное участие в организации деятельности Хизбут Тахрир аль-Ислами на территории Российской Федерации, в частности в городе Казани. Незаконные действия заключались в проведении нелегальных собраний. И кроме того, значит, вовлечение новых лиц в деятельность этой организации, в том числе несовершеннолетних. Сегодня участники процесса попросили дополнительное время на ознакомление материалами дела. 5 сентября они соберутся вновь. Ниаз Рахман, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Не нашла место в гимназии, сама осталась без работы. Директора 76-й гимназии Челнов уволили. Она отказывала в приеме детей в гимназию, ссылаясь на отсутствие мест. Эта история началась еще весной. Мы рассказывали о жалобах родителей. Какие нарушения нашли проверки надзорных органов, подробнее Лейсан Сабирова. Дверь в мир знаний открыт только для избранных. Отношение к первоклассникам в 76-й Челнинской гимназии было таким, утверждают родители. В эту школу хотели отдать сына и Хайруллины. Написали заявление в конце января. Ребенок посещал платные курсы при гимназии, которые якобы гарантировали поступление. Однако им отказали, подали в суд. Их поддержали другие родители. В итоге решение суда на Челнинского было на стороне. Потом они подали в Верховный суд на обжалование этого решения. Они проиграли. Возмущенные родители будущих первоклассников написали 16 жалоб, 10 из них на администрацию гимназии. Директор образовательного учреждения, ссылаясь на отсутствие мест, отказывала в приеме детей. Тем самым нарушила 67-ю статью Федерального закона об образовании. Эти жалобы легли в основу проверок как прокуратуры, так и Департамента образования при Минобре. Выяснилось, заявления зачисленных детей поступили в школу позже заявлений тех, кого зачислять отказались. Дело в том, что они подали письменно и через госуслуги. Через госуслуги программа не совсем корректно работала, поэтому зачислялись дети только по списку. И в результате этого произошла вот такая коллизия. На самом деле выяснилось, что данные заявления просто не были даже зарегистрированы. Директор гимназии уволен с занимаемой должности после того, как нами были направлены письма. Общеобразовательные школы должны зачислять детей по месту жительства. Лицеи и гимназии открыты для детей со всего города. По закону прием первоклассников на конкурсной основе в лицее и гимназии запрещен. Некоторые родители в Челнах восстановили свои права через суд. По их следам могут пойти и другие. Лейсан Сабирова, Ксения Антонова, ТНВ, Набережные Челны, Казань. Из центра Казани на периферию. Казанскую семью переселяют из ветхого дома по улице Назарбаева в новый, в Юдино. Но вот новоселье обернулось судебным процессом. Квартира, которую исполком предоставил, семью не устроила. И теперь городская администрация пытается выселить казанцев в судебном порядке. В жилищном вопросе разбиралась Альбина Минибаева. Ни батареи, ни плиты, ничего нет, все снесли. Квартира без батареи, со сломанной сантехникой и грязными полами. Именно такой предстала жилплощадь, выделенная исполкомом в поселке Юдино. Мы были в шоке. Мы даже не ключи получили. Когда мы приехали в ЖКО, нам пришлось ждать слесарей, чтобы они пришли и взломали дверь, чтобы мы смогли вообще эту квартиру посмотреть. Вот это письмо, которое мы получили после отказной. Вместо альтернативной квартиры письмо о судебном иске. Жильцы настаивают, Юдино их не устраивает. До поликлиники больше 2 километров идти пешком через железнодорожный переход. Старые деревянные полы, дом 38-го года постройки. На окнах уже давно нет стекол. Жильцы рады бы попрощаться с этим старым, да вот только и новостройки им не кажутся перспективными. В центре города нас выселяют на Васинова.
Мы очень не хотим нам туда ехать. Это же вот из центра. Вот 56 лет я здесь прожила. Это вообще здесь родилась. И нас выселяют в тех условиях. Помимо Осинова, жильцов с Назарбаева переселяют в Салават, Купыры. Юдина досталось только Марасинским. Почему они? Пытались узнать у юриста исполкома на суде, но наша телекомпания сотрудник не ответил. Нет комментариев по данному вопросу. У меня нет возможности просто вам ответить на этот вопрос. 5 секунд назад вы отвечали в суде, но при этом вы не можете сейчас ответить на этот вопрос. Я не могу давать вам комментарии, понимаете? Судья дал исполкома и семье месяц, чтобы мирно урегулировать спор. Марасинские сравнивают новое и старое, и у них больше очков в пользу последнего. Кладбище. Прямо из окна его видно. Я из своего окна вижу не кладбище, а вижу я центр города. Будут ли альтернативные виды из окна? Семья в ожидании остается жить в своей ветхой квартире. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Наследие, которое развивается, так отозвалась глава ЮНЕСКО о Болгаре, которую увидела спустя 3 года. Сегодня Ирина Бокова посетила древний город и оценила бережное отношение к истории и развитию архитектуры. Что ее поразило и какие перемены ждут древний город, увидела Элина Зинатуллина. Рады приветствовать вас на земле наших предков. Маршрут «Болгар» – экскурсовод Ментимер Шаймиев. Здесь сошлось все и приятное, и познавательное. С такой прогулкой глава ЮНЕСКО сегодня обошла обновленный город. В прошлый свой визит 3 года назад Ирина Бокова лично привезла в Болгар сертификат объекта всемирного наследия. А сегодня не могла не отметить – он оказался наследием, которое развивается. То, что меня удивило, это прежде всего бережное отношение к этому культурному памятнику. Это не просто камни, где-то, которые иногда представляют какое-то эстетическое. Это послание, это история, это ценность. Учиться ценному будут с молоду. Сегодня в Болгаре открылась 4-я международная археологическая школа. Гости успели познакомиться с юными учеными из 25 стран. Но в центре внимания сегодня Болгарская исламская академия, построенная всего за год. Расположение и проект здания согласованы с ЮНЕСКО. Вот посмотрите, это фасад академии. И архитектура очень красивая, действительно. Академия станет высшим звеном исламского образования для всей страны. Очно и заочно здесь смогут обучаться несколько тысяч студентов. К сожалению, в России система исламского образования, она когда-то в какой-то форме в отдельных местах была, а в целом сейчас государства его нет. С вами вот делаем историю в этой части. Совсем скоро за эти парты сядут первые абитуриенты. Уже послезавтра их ждут вступительные испытания. Из 75 желающих лишь лучшие станут воспитанниками академии. Лина Зинатуллина, Данил Филатов, ТНВ, Болгар. И сегодня же Ирина Бокова посетила собор Казанской иконы Божьей Матери в Казани. Сейчас работа по его воссозданию идет полным ходом. Реставрируют и сохранившиеся стены пещерного храма. Будет ли объект впоследствии претендовать на включение в список всемирного наследия, расскажет Александра Севастьянова. Это уже построено вот в этом году. Меньше чем за год удалось поднять стены. Очертания уже начала приобретать крыша собора. Даже на этапе стройки собор Казанской иконы Божьей Матери поражает своим величием. Самый высокий купол, его пока еще не возвели, будет превышать 44-метровую отметку. Каркас собора планируют завершить к зиме, чтобы в холодное время года можно было заняться внутренней отделкой. Вот весь фундамент. Это пещерный там ниже. А это вот та часть, значит, над пещерным храмом. Вот мы с этого начали. С этого и начали. Пещерный храм датируется 17 веком. Часть стен уцелела. На некоторых сохранились даже следы живописи. Там будут восстанавливать стены, фрагменты стен, которые сохранились, даже и росписи. Некоторые сохранились. Они будут за стеклом. Пещерный храм будет жить, уверяют архитекторы. Его планируют сделать открытым для посещений. Пещерный храм на месте обретения иконы – это действительно уникальное явление, и больше в Российской Федерации подобных явлений нет. Для самого собора уже начали выбирать художников. Работать на иконостасом будут одни мастера, а настенную живопись выполнят другие. Иконостасы мы привыкли видеть все-таки в основном деревянные, иногда фарфоровые. А это иконостас с сочетанием мрамора, мраморных колонн, мраморных вставок с деревом. Несмотря на высокий интерес к собору со стороны гендиректора ЮНЕСКО, претендовать на включение в список всемирного наследия этот объект не будет. Он и так входит в буферную зону Казанского Кремля, а значит защищен международной организацией. Александр Севастьянова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.
2500 детей получили школьные ранцы. В республике продолжается благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Основные мероприятия пройдут на этой неделе. Об этом сообщили сегодня на брифинге в Доме правительства. Сегодня школьные портфели получили в Заинском, Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском районах. Также в рамках акции «Помоги своей школе» спонсоры обеспечили стройматериалами около 400 школ, оснастили учебные классы и закупили канцелярские принадлежности. По поручению Рустама Нургалевича Минниханова предпринимать серию семинаров для педагогов и медиков, которые также позволят и помогут собраться в школу ребятам, которые начинают свой путь в образовательном учреждении. В парке Аксенова пополнение. Столичные друзья писателя подарили Казани 3 арт-объекта. Стулья, как 3 скульптуры, на которых можно сидеть и читать. Их презентовали во время встречи с поэтами и прозаиками, участниками литературного собрания в рамках Аксенов-феста. Поэтическими строками и джазом вдохновились и Эльмира Шеймарданова. Не по-летнему многолюдно сегодня в парке Аксенова. Вы чувствуете, что мы сидим? Послушать джаз, увидеть известных писателей и вспомнить прославленного казанца. Актеры живые скульптуры предлагают присесть. Каждый из этих стульев и кресел имеет свое название, которое ассоциируется с произведениями Аксенова. Вот это кресло, которое вы видите, это кресло называется «Ква-ква», а ассоциируется с произведением Аксенова «Москва, ква-ква». Автор проекта – директор Дома-музея писателя Ирина Аксенова. А материальную поддержку оказали 3 друга писателя. Это их подарок городу. В конце лета в Казань съезжаются лучшие писатели России и зарубежья и позволяют нам вкусить плоды их творчества, послушать их живьем. С каждым годом парк Аксенова преображается. Шляпа, кожаный плащ на вешалке, зонтик, спаниель по кличке Пушкин, необычная скульптура ожидания, памятник писателю. Фигуры самого Аксенова в композиции нет. Памятник загадка, памятник символ. Я очень рад, что нам вместе с вами удается хранить память о выдающемся человеке. Он был и остается для нас нашим большим другом, большой гордостью. Я вышла в сад, но глушь и роскошь... Прийти в сад и почитать томик стихов, к примеру, Беллы Ахмадуллиной, посвящение Аксенову. Так прошло открытие проекта «Читай в саду» в 4-й день фестиваля памяти писателя. Эльмира Шеймарданова, Азат Самигуллин, ТНВ Казань. Далее о спорте, о погоде. У меня к этому часу все. И до встречи в 21:30. Жми на газ! Возьми «Ладу» сейчас! Автоцентр «Парус» объявляет о старте госпрограмм. Первый автомобиль и семейный автомобиль. Льготный автокредит. Без первоначального взноса. Автоцентр «Парус». В честь 130-летия Карима Тинчурина театр Тинчурина с гастролями на родине драматурга. 7 сентября Сосновоборский район, 8 сентября город Пенза, 9 сентября Каменский район. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. Ой, слушай, а давай я тебе помогу? Давай. Ну вот, теперь как новенький. А где ты так ловко научилась? Мама научила. Оп! Оп! А этому папа научил. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре Марка. Звони 4 5 3 единицы. Для простой и взыскательной публики здравница Чувашской Республики. Вас приглашаем в оазис заботы и теплоты. Окунитесь в мир здоровья и красоты. Ждем вас в санатории Чувашия. В Республике Татарстан дан старт 5-му ежегодному телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Все пропало, сок, творожки закончились. Нужно быстро все купить? Выбираю 5. Кофе Якобс Голд. Растворимый. 95 граммов. 199 рублей. Хорошо, когда нужное рядом.
Пятерочка выручает. Казань-Оргсинтез – лидер химической промышленности Российской Федерации. Дед, а ты кем работаешь на заводе? Слесарем-ремонтником. А папа? А папа аппаратчиком. А когда я вырасту, кем я буду на заводе? Как минимум инженером. Казань-Оргсинтез. Сила традиций. СКАНАВТО. Большое поступление автомобилей «Лада Гранта» с выгодой до 60 тысяч рублей по программе «Трейд-ин». Успей обменять свой автомобиль на новую «Лада». КАНАВТО. Сибирский тракт, 48. Телефон 230 30 30. На нашем канале новый проект. В объективе ТНВ «Большая семья». Смотрите их ежедневно в наших программах. Благополучие и в испытаниях, трудностях и в радости. И узнаете секрет счастья в большинстве. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Дождались. Стартовал 10-й юбилейный сезон КХЛ. В матче открытия встретились победители прошлого чемпионата и обладатели Кубка Гагарина, армейцы Москвы и Питера. Акбарс в это же время представлял новичков и также собрал огромное количество болельщиков в Татнефть-арену. Стартовая игра против китайского Куньлунь Ред Стар еще только в четверг, поэтому пока можно и поразвлекаться на льду. А потом плотный график не позволит дышать свободно. Нельзя сказать, что Акбарс в межсезонье кардинально изменился. Руководству удалось сохранить лидеров. Телеканал «Татарстан Новый век» традиционно будет показывать все матчи с участием нашего клуба в прямом эфире. Лучшие комментаторы, хоккейные эксперты и самые интересные хоккейные шоу не пропустите на нашем телеканале. Хоккейный сезон стартовал поединком с приставкой «ТОП». В битве за Кубок Открытия в этом году сразились СКА и ЦСКА. Обладатели Кубка Гагарина были сильнее. Матч завершился со счетом 4-2 в пользу хозяев. Да, выиграли сегодня. Мы с каждой игрой будем прибавлять, потому что это начало сезона, была тяжелая предсезонка. На улице жарко, так что все это сказывается. Но спасибо болельщикам за поддержку. При такой атмосфере играть не в полную – это просто недопустимо. Татарстанская фехтовальщица Адель Абдрахманова завоевала бронзовую медаль Всемирной универсиады в Тайбэе в соревнованиях раперисток. В четвертьфинале татарстанская девушка обыграла россиянку Ирину Елисину со счетом 15-6. А в полуфинале встретилась с еще одной представительницей России Яной Алборовой. В результате Адель Абдрахманова стала бронзовым призером. Напомним, что летняя Всемирная универсиада проходит с 19 по 30 августа в тайваньском городе Тайбэе. Первое золото сборной России принес татарстанский прыгун в воду Никита Шлейхер. Он победил в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в паре с москвичом Романом Измайловым. Бронзовую медаль в эстафете 4 по 100 метров в составе российской команды завоевал студент Поволжской академии Никита Королев. И в завершении новости академической гребли. В Казани завершилось первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 23 лет. Соревнования собрали более 260 участников из 26 регионов страны. Среди победителей турнира 2 студентки Поволжской академии. Татарстанская спортсменка, мастер спорта России Алена Жигалина стала лучшей в составе двойки на дистанции 500 метров. А на счету Людмила Одинцова, представляющая Краснодар, сразу 4 победы на байдарке-одиночке и в четверке на дистанциях 200 и 500 метров. В мужском составе участников отличился студент-канонист, мастер спорта Данила Карпов, завоевавший 3 золотые медали в четверке. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Настало время низких цен. Собрались заказать шкаф-купе, но не знаете где? Закажите в компании Данил Мастер. Работаем быстро и качественно. Сделайте заказ до конца августа и получите бонус «Комод» в подарок. Доставка, установка бесплатная. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В республике сохраняется жаркая и сухая погода. По данным Яндекс.Погоды, в предстоящие сутки на юго-востоке Татарстана будет ясно, без осадков. Ночью до 14 градусов тепла, днем до плюс 31.
На северо-востоке ясно, осадки не ожидаются. Ночью плюс 16, днем плюс 31. На севере республики будет малооблачно. Ночью до 15 градусов тепла, днем же до плюс 30. На северо-западе Татарстана ясно и без осадков. Ночью до 15 градусов тепла, днем до плюс 31. На юго-западе республики облачно, но жарко. Ночью около 16 градусов тепла, днем же плюс 32. В центральном районе республики ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью составит плюс 15 градусов, днем же до плюс 32. В последующие сутки в республике ожидается облачная, но жаркая погода. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой, толстостенной, алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба. Какая бы погода ни была за окном, посуда торговой марки «Кукмара» создаст уют в вашем доме и хорошее настроение вашим домочадцам. Готовьте с удовольствием, радуйте родных и близких. «Кукмара» – удобная посуда, вкусная еда. В Казани в предстоящие сутки будет ясно и без осадков. Ночью до 17 градусов тепла, днем же до плюс 32. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Магнитное поле Земли спокойное. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.